Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Красный угол представитель клуба Сапсан Денельханов Магомед. Синий угол представитель клуба «Нокаут» Гаджибалаев Тагир. Оба спортсмена опытные. Хорошая подсечка. Сразу встречает партнер противника. Магомед чуть-чуть потяжелее. И на год старше у нас Тагира. Но это никак не смущает Тагира. Ребята стараются работать жестко, без всяких лишних ударов. Вы видите точечные удары, то есть 1-2 удара, нет такого клинча и работы в воздух. Хорошо подхватил, но удары в подхвате не оцениваются. Хорошо, еще раз попал. Каждый удар в ногу это 1 балл. Ответ получил такой же. Защиту и через защиту. Мы наблюдаем, что нанес 2-3 удара и в клинч. Пока центральный рефери разъединит. Кстати, рефери у нас Тюхтин Максим, тренер клуба «Нокаут». Ассистирует ребят. Магомед не дает размену ударом. Хорошо Тагир встречает его, но с разворота не попадает. Мы видим уважение друг к другу. Ребята пожимают руки. Хорошо. Динамично и быстро закончился первый раунд. Судья оценит, он как подсказывает представитель клуба Сапсан. Но здесь видно явно, что Тагир пытается правой просадить через ручку. Но у него не получается. За счет того, что он чуть-чуть ниже ростом, ну и вес, конечно, разница в весе. 4 килограмма все же. Смотрите, как защищен у нас Магомед, полностью ручки у висков. Контролирует ситуацию, молодец. Очень хорошо работают бойцы. Нет лишних движений, 2-3 удара и сразу же либо в клинч, либо разрывают дистанцию. Не дают партнеру, противнику попасть по себе. Хорошо Тагир попадает правой прямой через руку и в клинч входит. Еще раз. Тагир до этого занимался борьбой, и это видно. При ударах он наклоняется вперед. Но рефери пока... Вот рефери как раз и сделал замечание за наклоны вперед. То есть опасная техника, может нарваться на удар коленом в голову. Подсказывает Магомеду первым номером работать. Он пока занимает оборонительную ситуацию. Тагир буквально 2 месяца назад стал чемпионом республики по кикбоксингу. Финальный бой нокаутировал своего оппонента в первом же раунде. Правым прямым как раз через руку. Извиняюсь, во втором раунде. Правым прямым через руку. Обратите внимание, что Тагир работает больше в голову, конечно. Мало ударов по корпусу. Хотя, если бы были удары по корпусу, было бы намного... Результат боя был бы намного виден лучше и быстрее.
Вот они как раз те наклоны, за которые был наказан Тагир. Обратите внимание, еще раз наклончик делать, и вот он. Как раз за это и был наказан предупрежденный рефери. Корпус он сработал в конце. Третий раунд. Поприветствовали друг друга спортсмены. Хорошо, жестко и один, и второй работают. Подсказывают на 3 удара работать. Немножко суета такая спортивная. О, хорошо. Через ручки пробил Тагир. Мы наблюдаем, что Магомед устал немножко. Стоит. Больше занимает оборонительную ситуацию. Либо он только навстречу работает. Но Тагиру надо идти вперед, потому что ростом в росте уступает и в весе уступает. Ему нужно идти вперед, прижиматься. Клинч, разнимает шлем. Паузу делает небольшую. Тем самым он может отдышаться немножко. Мы видим, ассистент подсказывает, что-то говорит ему. Ну, я так подразумеваю, он подсказывает ему начинать работать с левой руки. Проваливается Магомед. Хорошо через руки проходит удар от Тагира. Мы видим, Тагир настроен. Вот еще раз хорошо между рук проходит. И подсекает неплохо. Делает паузу. Боец красного угла получает небольшую подсказку. Раунд близится к концу. Но тем не менее, все равно она занимает оборонительную ситуацию. А тем самым дает возможность Тагиру идти вперед. Оценка судей. Мы видим на повторах. Тагир идет вперед, а Магомед пытается защититься. Победа присуждается Дильхану Магомеду по решению судей.